Я не говорю, что это гениально, но я думаю, что это должно быть. Объясню почему. Потому что вот где-то уже, наверное, лет 20-30 с телевидения, с газет, с радио пропала классическая музыка, просто нет. А это общемировая, общепризнанная культура, это как бы багаж человечества. Молодому поколению сейчас это не прививается нигде. Молодые люди могут начать терять ценность искусства вообще, в принципе. Может вырасти такое поколение, которое будет не понимать, а для чего это вообще, зачем? Зачем нужна архитектура, живопись, музыка, ну, здание. Об этом нужно говорить, об этом это нужно, я как говорю, как небольшую прививку делать. Айслу, подскажи, пожалуйста, как произносится, сфорзандо или сфорцандо? Сфорцандо. Это итальянское слово. Музыкальный термин, обозначает резкое увеличение звука. Знакомо мне, потому что я музыкальную школу закончила. А для меня это темный лес. Между прочим, это еще название нашего Казанского молодежного оркестра. Я тебя спрашивала про этот оркестр как раз-таки. Айсылу Лерон – телерадиоведущая. Лейла Лерон – блогер, инстаграм-обозреватель. Беседует с директором Фонда развития исполнительского искусства Сфорцандо Данияром Соколовым о классической музыке, современной опере и воспитании молодого поколения. Данияр, скажи, пожалуйста, вот за последнее время очень много цитируемости твоего имени в СМИ, в медиа, в интернете. Как так получилось, что ты ворвался как будто бы вот в это пространство? Это даже не популярность меня, это популярность наших проектов, которые мы делаем. Вот, например, камерные оперы, которые мы сделали. Никто до этого просто не делал. Их написано огромное количество, как у классиков, так и у современных композиторов. И вот провели оперную лабораторию, где наши казанские композиторы, драматурги, художники, они написали абсолютно новые камерные оперные спектакли. Мы их поставили, правда, только по одному разу пока что. Дай команду, что нам делать, и работа закипит, Данияр Соколов – пианист, лауреат международных конкурсов, директор Фонда развития исполнительского мастерства Республики Татарстан, художественный руководитель и дирижер молодежного оркестра «Сфорцандо». Мы всегда пытаемся придумать что-то новое, сделать то, что, может быть, никогда еще здесь никто не делал. Вот, например, тот же самый проект, когда мы вышли, это было, по-моему, в 2014 году, мы выставили акустический фортепиано на улице города, просто вышли на улицу играть Сколько классическую фотосессий музыку. было сделано на фоне этих фортепиано. Было же очень тоже страшно, то есть вот сейчас Айрат Ахвезяновна министр, когда она была замминистра, она мне говорит: как поставишь инструмент на улицу, что с ним будет? Это же его придут, разнесут. Я ее убедил, что все будет нормально. Я говорю, мы будем дежурить возле каждого инструмента. А на самом деле не пришлось ничего делать, потому что уже к таким перформансам, да, к таким проектам уличным готовы наши жители нашего города. Ну вот видно по твоим словам, даже как ты подаешь и рассказываешь про проекты, что у тебя есть полнейшая уверенность, что все, что ты придумываешь, это должно быть, и это гениально. Откуда в тебе такая уверенность? Не, я не говорю, что это гениально, но я думаю, что это должно быть. Объясню почему. Потому что вот где-то уже, наверное, лет 20-30 с телевидения, с газет, с радио пропала классическая музыка, просто нет. А это общемировая, общепризнанная культура, это как бы багаж человечества. Молодому поколению сейчас это не прививается нигде. Молодые люди могут начать терять ценность искусства вообще, в принципе. Может вырасти такое поколение, которое будет не понимать, а для чего это вообще, зачем? Зачем нужна архитектура, живопись, музыка, ну, здание. Об этом нужно говорить, об этом это нужно, я как говорю, как небольшую прививку делать. Мы можем говорить, что за последние 5 лет мы уже вот собрали определенную публику, заинтересованную?
Я думаю, что да. Мы собрали публику, ту, которая за нами ходит на каждый концерт и приходит, спрашивает. Это было, кстати, только в этом году. Я понял, что у нас какая-то своя публика появилась. У нас есть ребята, которые не закончили еще 10-11 класс, школьники приходят. Есть поколение людей, которые как бы с ностальгией приходят на наши концерты. Но если говорить о молодежном оркестре, это вот уже сформировавшийся в идеальном своем состоянии оркестр. Мы сейчас на данный момент, вот как мы с вами сейчас говорим, живем без государственной поддержки. Мы еще пока не понимаем, сколько мы еще сможем так. Ты прожить. уже пару раз говорил, что если не будет государственной поддержки, то 2019 год это, возможно, последний, да, для оркестра? Возможно, так и есть. На одном Возможно, энтузиазме. так и есть. Я бы не сказал, что это на одном энтузиазме, но построить какие-то планы на год, на два мы не можем. Мы все время зависим от того, что будет через месяц, через два. С другой стороны, наш коллектив, он все-таки позиционируется как молодежный, и это идет как возможность студенту, учась в консерватории, не подрабатывать там в ресторанах и еще что-то, да, а заниматься ну, как бы профессиональной своей творческой деятельностью и получать за это типа такой стипендии. 15-20 тысяч это не на полный. У нас не полный рабочий день, у нас 4 раза в неделю репетиции, там по 3 часа. Ну, В мое для время, студента когда это я был идеально. студентом, у меня такой работы не было. Вот. Я работал барменом. Все. Но несмотря на такую зарплату, есть желающие, вот, Данияр, возьмите меня в оркестр? Есть. Желающие, конечно, есть. Но не все. Опять же, от того, что нету такой большой, сильной пропаганды, что это круто, что заниматься классической музыкой, не все выдерживают. А вот по каким критериям ты выбираешь, получается, людей в свой? Я вообще сторонник не выбирать, а раскрывать. То есть сначала человек приходит и по ходу какой-то совместной работы начинаешь на него смотреть. Современное искусство, да, классическое при этом, да? Можно же так назвать все это, ваше творчество? Ну, Есть ли там национальный компонент? Можем ли мы услышать какие-то мотивы татарские? возможно? конечно, конечно. У нас молодыми композиторами в Казани при нашем участии в нашей лаборатории написано как минимум уже 2 татарские камерные оперы. Это опера «Минем Такташ» и «Сны Батыра». Потом огромный пласт вот, у Эльмиры Низамова, «Кара Пулат», который тоже огромная работа проделана. Несколько, я насколько знаю, там раз показали. И место надо, в общем, показывать Да, музыкальные с этим спектакли. спектаклем, да, он сложный по декорации, как я поняла. Да? Он сложный по декорации, но мы вот с ним пытаемся что-нибудь из этого придумать, чтобы как-то минимизировать. И все-таки я сторонник того, что не должно лежать на полке. Тем более у молодых современных композиторов, которые сейчас это пишут, это же сейчас хочется посмотреть. Интересно, что это такое. Ты видишь перспективы в Казани, я уж поняла это, да? Дело не в перспективах, даже если бы их тут не было. Мне кажется, вот сейчас я могу на этот вопрос, наверное, может быть, немножко по-другому ответить, чем раньше я на него отвечал. В нашей стране, не только в Казани, а вообще в России, все время есть такая проблема. Вот, например, в Швейцарии, да, у них 6 поколений часовой мастер. И вот это 6-е поколение, оно как бы может заниматься благотворительностью,
что-то для себя жить как-то, с удовольствием что-то делать. У нас ни разу в стране такого не было. Простой человек не имел возможности что-то передавать, и все время, каждые 100 лет, то война, то революция, то еще что-то. И я хочу, чтобы мои дети, мои внуки были счастливы у себя дома. Чтобы не надо было все время все начинать сначала. Потому что когда ты уезжаешь, ты опять все начинаешь сначала. Вот у меня родители тоже из своих родных мест уехали, все начинали сначала. Это у меня все равно уже более комфортные условия, чем у моих родителей. Я хочу, чтобы мои дети, мои внуки, может быть, даже занимались, может быть, тем же, чем и я. Тоже были музыканты. То есть это какая-то такая династия, что ли. Я верю в то, что будет хорошо, потому что, как мне кажется, мы делаем какое-то хорошее, доброе дело. Может, я наивный, меня всю жизнь наивный. Говорят, ты дурак, ты наивный, ничего у тебя не получится. Ну, что-то получается. Когда я создавали этот коллектив, тоже много мне говорили, что зачем? То есть ты до сих пор в розовых очках? Да? Я вообще в очках все время. А как по-другому? По-другому невозможно. Будешь все время сомневаться, думать, что ничего не будет, тогда ты просто ничего не начнешь, как мне кажется. То есть, ну, реально. Если все время смотреть и оглядываться назад, а если вот сейчас за поворот я зайду, а там меня ждет с дубиной кто-то, ты будешь сидеть на месте. Я думаю, что поэтому, наверное, мы сумасшедшие такие, идем вперед. Дай бог, все будет нормально. Мы вам очень этого желаем. Да. Спасибо.